Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Когда Россия чествует сотрудников полиции? Какие существуют традиции Дня сотрудника ОВД? Как отмечают этот праздник в Мирном? Что такое ветеранская организация ГАИ и кто в нее входит? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит заместитель директора учебного центра Алексей Зыков. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 28 октября по 3 ноября зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, где погиб 1 человек, травмированный 21, в том числе пострадало 9 несовершеннолетних. Так, 31 октября на 688-м километре федеральной дороги Вилюй водитель, управляя автомобилем марки УАЗ, не справившись с управлением, совершил опрокидывание транспортного средства по ходу своего движения. В результате ДТП пассажиры УАЗ, 2 пожилые женщины с различными травмами, госпитализированы в медучреждение. В момент ДТП пенсионерки не были пристегнуты ремнями безопасности, водитель УАЗа не пострадал. 1 ноября на региональной автомобильной дороге НАМ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса «Газель», который осуществлял перевозку организованной группы детей. Установлено, что водитель автомобиля Toyota Premio не учел скоростной режим и дорожные условия, не справился с рулевым управлением и в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со школьным автобусом «Газель». В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Premio скончался в карете скорой медицинской помощи и 9 человек получили ранения, из них 6 несовершеннолетних. А мы продолжаем. День сотрудника органов внутренних дел благополучно пережил и исчезновение государства, в календаре которого появился, и смену названия самого объекта чествования. Впрочем, 10 ноября остается в массовом сознании старым добрым днем милиции, пускай она теперь и называется иначе. Потому что каждый понимает, именно эти люди в форме защищают порядок на улицах и покой в наших домах. Служба сотрудника госавтоинспекции требует проявления лучших качеств – честности, принципиальности, доброжелательности, мужества, компетентности и самоотверженности. Такими чертами личности бесспорно обладает ветеран ГАИ Константин Григорьев. Он посвятил более 20 лет работе в ГИБДД. А начинал свой путь с учебы на слесаря-водителя, затем в Политехническом институте на инженера-механика. Какое-то время проработал по специальности, но волей судьбы в 1993 году попал на службу в госавтоинспекцию. Первый рабочий день, как и для многих других, прошел в рядах ДПС, после чего Константин перешел инспектором в отдел пропаганды, позже старшим инспектором Гостехнадзора, а затем в регистрационно-экзаменационный отдел, где проработал 19 лет и дослужился до начальника подразделения. Много интересных и курьезных случаев было за годы работы в госавтоинспекции. Запоминающимся для нашего героя стал рейд, когда Константин вместе с коллегами взял банду Науменко. Самое тяжелое в нашей работе – это потеря наших товарищей, коллег. Так случилось, что в 1992 году, в феврале 1992 года, трагически погиб Винокуров Юра, командир взвода отдельной роты дорожно-патрульной службы, который ценой своей жизни предотвратил преступление, то есть он остановил вооруженного преступника. При исполнении своего служебного долга погиб инспектор дорожно-патрульной службы Мелехин Виктор. Также у нас трагически погиб Никитин Николай, капитан милиции. Так что служба в госавтоинспекции опасна и трудна не менее, чем у их коллег-стражей правопорядка. Поэтому для них семья имеет особое значение. Для каждого сотрудника это надежный тыл, поддержка и опора. Сегодня Константин также не сидит без дела. Но теперь в его ведении все, что двигается и ездит на взлетной полосе аэродрома Якутска. То есть я отвечаю в аэропорту за безопасность движения. То есть весь транспорт, который здесь эксплуатируется в аэропорту, это
транспорт, который находится в моем ведении. То есть все водители для того, чтобы ездить на этом транспорте, должны получить допуск. После того, как водитель получает допуск к работе, он уже должен соблюдать наши внутренние правила движения и работы на аэродроме. Накануне Дня полиции Константин Григорьев желает всему коллективу родной госавтоинспекции, ветеранам и пенсионерам. Главное – здоровье, а личному составу – безопасных дорог и работы без происшествий. Известно, чем незаметнее работа полиции, тем она профессиональнее. Чем реже мы о ней вспоминаем, тем эффективнее ее действия. Но в день профессионального праздника они в центре внимания. И это справедливо. Сегодня мы хотим с удовольствием поздравить с профессиональным праздником Майю Местникову, капитана полиции, старшего инспектора Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Майя, поздравляем вас с профессиональным праздником. Спасибо. Ну и, конечно же, примите наши поздравления и в вашем лице, вашим коллегам. Расскажите о вашем выборе, почему выбор пал на эту профессию, ну вот ваш вообще вот весь путь. Ну, выбор пал на эту профессию, потому что, скорее всего, это с детства. С детства, потому что я люблю людей в форме, люблю сама носить форму. И у меня отец проработал в органах внутренних дел более 30 лет. И он сейчас полковник в отставке, Баишев Петр Христофорович. И вот эту любовь к форме, любовь к этой профессии проявил, конечно, он. А что для вас означает работать в полиции? Для меня прежде всего это, конечно, служить своей родине и помогать людям. И, конечно, я горжусь тем, что я работаю здесь, и горжусь тем, что я продолжаю династию своего отца. Перейдем уже непосредственно к вашей должности. Да? Чем занимается Центр автоматизированной фиксации? Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения госавтоинспекции МВД по республике Саха-Якутия занимается фиксацией административных правонарушений, которые зафиксированы специальными техническими средствами. И, конечно, работа очень ответственная, требует очень много внимания и знать не только законы и нормативные акты, но и очень много программ. Программ очень серьезных, и одновременно на них надо работать. И, конечно же, конечно, работать с людьми. Люди, которые получили постановление наше, да, по делам административных правонарушениях, и не одно постановление они получают в день. Конечно, там более 10 иногда бывает. И они приходят и не совсем довольны. Не совсем довольны то, что они вот такие вот штрафы получают. Отрадно, что они, получив ответы на наши вопросы, да, они потом больше не нарушают правила дорожного движения. Центр автоматизированной фиксации, он как работает вообще эта система? То есть это нарушение пересечения, например, двойной сплошной линии, стоп-линии, в том числе и недавно появилось, по-моему, на фиксацию ремня безопасности. Вот это все автоматически происходит или все-таки человек тоже контролирует этот процесс, то есть и проверяет результаты, которые выдает автоматика? Да, это происходит все автоматически, но потом обрабатывает его, и после обработки поступает к инспекторам, и инспектора его, конечно, все тщательно изучают, и после этого направляют на оформление, то есть оформляют постановление. Скажите, а какие традиции существуют вот именно в День полиции в госавтоинспекции? Да, управлением госавтоинспекции МВД по республике Саха-Якутия проводится торжественное мероприятие, где обозначают лучших сотрудников, выдают звания, то есть присваивают новые звания, дают благодарности, грамоты. Ну, то есть такой в торжественной обстановке. Да, такой в торжественной обстановке. Ну и сейчас у вас есть уникальная возможность поздравить ваших коллег с профессиональным праздником. Пользуясь случаем, я бы хотела поздравить от лица руководства Управления госавтоинспекции и подразделений МВД по республике Саха-Якутия всех наших ветеранов госавтоинспекции, сотрудников госавтоинспекции и своего отца с Днем органов внутренних дел России. Изо дня в день, несмотря на погодные условия, вы несете службу
Изо Вы дня, несете свою службу. изо дня в день, несмотря на погодные условия, вы несете свою службу, защищая здоровье, жизнь пешеходов, водителей. В этот день желаем вам успехов, высоких достижений в нелегкой работе и не терять оптимизма в трудных ситуациях. Крепкого здоровья вам и вашим близким. Также, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте бдительными на дорогах. Берегите себя и своих близких. Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была старший инспектор отделения по исполнению административного законодательства Госавтоинспекции Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия, капитан полиции Майя Мясникова. Спасибо. Виктор Попов, отработав почти 16 лет в Госавтоинспекции Республики и выйдя на пенсию как настоящий офицер, не смог находиться в стороне от событий, которые 2 года назад сплотили всю страну. В сентябре прошлого года в составе якутского отряда «Ботур-Барс-2» Виктор добровольцем отправился для участия в специальной военной операции. Все поддержали, сказали, осознанный выбор. Это не каждому человеку дано, как вот у нас один говорил товарищ, свою семью может защищать каждый. А чтобы встать на защиту своей родины, то их единицы. Как опытный специалист, имеющий в том числе и опыт армейской службы, он был назначен на должность командира отделения разведывательной группы. Отряд находился на Купянском направлении. Бойцы с честью выполняли стоящие перед ними боевые задачи, преодолевали трудности и тяготы службы, демонстрируя не только выправку и навыки, но и сплоченность, присущие воинам-якутянам. В октябре группа Виктора попала под танковую атаку. Многие ребята были контужены, но, к счастью, обошлось без потерь. А в декабре отряд накрыло минометным огнем. Виктор получил ранение в ногу. 21 декабря, находясь на боевом задании, группа попала под минометный обстрел. Группу всю вывели, я получил ранение, тяжелое ранение, переломы ноги было. И с 23 декабря я начал кататься по нашей России. Только в Москве мне ногу собрали. А так в 2 госпиталях хотели ампутацию сделать. За проявленные мужество и героизм ветеран Госавтоинспекции, доброволец СВО, капитан полиции в отставке Виктор Попов награжден медалью за отвагу. Но Виктор скромно не договаривает, что его отец, Попов Валерий Олегович, тоже добровольцем отправился для участия в СВО и находится сейчас там. Отец у меня ушел добровольцем через военкомат, через Министерство обороны, заключил контракт на год. На данный момент он там уже находится почти 2 года. И все, но когда уезжал, говорит, так, ты на хозяйстве, ты в семье старший, ты остаешься на хозяйстве. Я, да. И буквально где-то месяцев через 6-7 я тоже мыслями и духом собрался и тоже уехал на специальную военную операцию. Получилось так, что мы с отцом встретились в Новоазовске. Короткая встреча у нас была, на сутки отпросился. И мы увиделись. С теплотой рассказывает Виктор про отца. А смотря на фото его друга Юрия Винокурова, что в музее Госавтоинспекции, вспомнил одну забавную историю, которая, можно сказать, предопределила профессию Виктора. Года в 4 или 5 маленький Витя, пока папа и дядя Юра были заняты, забрался в ту самую желтую «Волгу», что сейчас украшает двор у здания ГАИ, снял автомобиль с ручника и отправился в свой первый рейд. К счастью, много он не успел проехать, всего пару метров, и, боясь гнева взрослых, вместо этого услышал смех и комментарии, что малыш точно будет работать в ГАИ. Мне было 5 лет. Я помню, по деревне ходил, по всей улице ходил номера скручивал. Я отцу приносил, он говорит, зачем принес? Я же тебе помогаю. Отец ходил, потом раздавал эти номера соседям. В Госавтоинспекции Якутии есть немало историй о семейных династиях сотрудников. Так, младший брат Виктора, юноармеец Никита, сейчас учится в школе, хорошист, активист. Виктор не без гордости в голосе поведал, как Никита, не растерявшись, помог соседу, получившего бытовую травму, оказав первую медицинскую помощь до приезда скорой.
И очень надеется, что братишка, так же, как и он, и отец, будет сотрудником госавтоинспекции или найдет свое призвание в военной службе. Неизменными остаются традиции бесстрашных сыщиков, оперативников и простых солдат правопорядка, которые служат, не щадя живота своего. О том, как отмечают этот праздник в Мирном и о буднях сотрудников госавтоинспекции Мирнинского района, расскажут наши коллеги. Сотрудники и ветераны службы ГАИ ГИБДД Мирнинского района отметят в следующем году 65-ю годовщину со дня образования госавтоинспекции. Полицейские в тесном взаимодействии с правительством региона выполняют важные задачи по созданию безопасных условий для всех участников дорожного движения. 1 января 1960 года была введена должность инспектора ГАИ по Мирнинскому району. Через 4 года было образовано отделение госавтоинспекции по Мирнинскому району. Сейчас на данное время у нас уже отдел. То есть пройден очень большой путь с одного инспектора до отдела ГАИ МВД России по Мирнинскому району. Наш отдел укомплектован на 100%. В нашем отделе есть такие подразделения, как регистрационно-экзаменационный отдел, где принимаем экзамены, выдаем водительские удостоверения, ставим транспортные средства на учет. Также у нас есть технический надзор. Проводим мы осмотр транспортных средств на технический осмотр. Выдается спецпродукция для перевозки опасного груза. Также у нас есть дорожный надзор и взвод дорожно-патрульной службы, пропаганда, ИАС. Пользуясь случаем, хочу поздравить сотрудников, действующих, ветеранов с праздником сотрудника органов внутренних дел, пожелать им здоровья, успехов, счастья, любви и терпения. В ходе ежедневного несения службы сотрудники ГИБДД не только обеспечивают безопасность на дорогах, пресекают правонарушения, раскрывают преступления, но и помогают людям во внештатных ситуациях в любое время суток. Моя работа заключается в том, чтобы донести, одно из направлений, чтобы донести информацию до населения Мирнинского района, в частности, и чтобы, соответственно, это успешно сделать, нужно будет самому изучить сначала все нормативно-правовые акты, и потом уже, переработав информацию, в доступной форме донести это до участников дорожного движения. В этот день хотелось бы поздравить сотрудников органов внутренних дел, ветеранов с профессиональным праздником, пожелать успехов в нелегкой службе, карьерного роста, уверенности в завтрашнем дне, здоровья и, самое главное, семейного счастья. Служба в ГАИ сложна и ответственна. Она по силам людям стойким, целеустремленным, умеющим быть не только строгими, но и справедливыми. В ГАИ работаю с 2010 года. Почему в ГАИ выбрал службу? У меня все родственники, то есть родители, сестра, тоже работают это в органах внутренних дел. Отец работал в ГАИ здесь, в техническом надзоре. Как получилось мне попасть в ГАИ. Хочу поздравить с праздником сотрудников МВД, а также пенсионеров, пожелать им счастья, здоровья, семейного благополучия, безопасности на дорогах, и успехов по жизни. У инспекторов ГАИ сложная и опасная работа под палящим солнцем или в снегопад, днем и ночью, иногда с риском для собственного здоровья. Порядок на дорогах – это лучшая награда для них. А лучшие традиции мирнинских сотрудников ГАИ, такие как профессионализм, ответственность, верность служебному долгу и внимательное отношение ко всем участникам дорожного движения, становятся достоянием на все времена. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания правил дорожного движения.
По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них сегодня заместитель директора учебного центра Алексей Зыков. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан. Расскажите, какой у вас стаж не работы, а стаж вождения? Да? Стаж вождения у меня составляет более 20 лет. Получал права в 2004 году. Здорово. Ну, желаем вам удачи. Будет 10 вопросов, и мы ждем ваши 10 ответов. Итак, внимание на экран. Итак, первый вопрос. Какие из указанных знаков разрешают проезд на автомобиле к месту проживания или работы? Вариант ответов только А, вариант второй только В, вариант третий А и В, и четвертый вариант все. Так, мой ответ — это вариант третий, А и В. Вариант 3 А и В. Принято. Следующий вопрос. Вы имеете право двигаться. Варианты ответов только прямо, только направо, прямо или направо. Вариант номер третий, прямо и направо. Вариант номер 3 прямо и направо. Принято. Следующий вопрос. Вам разрешено продолжить движение. Варианты ответов только прямо, прямо или в обратном направлении. И третий вариант во всех направлениях. Вариант номер второй, прямо и в обратном направлении. Принято. Следующий вопрос. Разрешается ли вам въехать на мост одновременно с водителем мотоцикла? Вариант ответов разрешается. Второй вариант разрешается, если вы не затрудните ему движение. И третий вариант запрещается. Так, вариант номер второй разрешается, если вы не затрудните ему движение. Вариант 2 принято. Следующий вопрос. В каком случае водителю необходимо оценивать обстановку сзади? Варианты ответов перед началом или возобновлением движения. Второй вариант перед торможением. Третий перед осуществлением маневра, перестроения или изменения направления движения. И четвертый вариант во всех перечисленных случаях. Я думаю, что водителю необходимо оценивать обстановку сзади во всех перечисленных случаях. Вариант номер 4. Вариант номер 4. Принимаем. Следующий вопрос. Какие из указанных табличек распространяют действие установленных с ними знаков на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн? Вариант ответов только Б. Второй вариант только В. Третий вариант Б и В. И четвертый вариант все. Вариант номер третий, Б и В. Вариант номер 3 Б и В. Принято. Следующий вопрос. Как следует поступить водителю легкового автомобиля при приближении автомобиля оперативной службы? Вариант ответов продолжить движение по левой полосе. Второй вариант перестроиться на правую полосу. И третий остановиться справа у тротуара. Так, если у него горят маячки и звуковая сигнализация, то необходимо перестроиться на правую полосу. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Водители каких автомобилей нарушили правила стоянки? Варианты ответов только автомобиля А. Второй вариант только автомобиля Б. И третий вариант автомобилей А и Б. Значит, в этом вопросе стоит знак «Остановка и стоянка запрещена», который действует до перекрестка. Поэтому мой вариант нарушил правила стоянки водитель А. Первый вариант. Вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. Вы намерены повернуть направо. Ваши действия. Вариант ответов. Дождетесь другого сигнала регулировщика. Второй вариант. Уступите дорогу легковому автомобилю, осуществляющему разворот. И третий вариант. Проедете перекресток первым. В данном случае правильный ответ, я думаю, вариант номер 3. Проеду перекресток первым. Принято. И последний вопрос. Разрешена ли вам остановка для высадки пассажиров в указанном месте? Варианты ответов разрешена. Разрешена, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств. И третий вариант запрещена. Так, я думаю, вариант номер 2 разрешена, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрутных транспортных средств. Итак, Алексей ответил на все 10 вопросов, ну а результаты проверит преподаватель учебного центра «Автоэксперт» Дмитрий Винокуров. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Вы ответили на 10 билетов. Сейчас я вас проверю, насколько мы правильно ответили. Да? Итак, начнем с первого вопроса. Какие из указанных знаков разрешают проезд на автомобиле к месту проживания или на работу? На этот вопрос вы ответили абсолютно верно. Это 3. Вы имеете право двигаться. Вечная проблема регулировщика, да? Многие тут путаются, ошибаются, но на этот вопрос вы ответили тоже абсолютно верно. Прямо или направо. Так, и 3 вопрос. Вам разрешается продолжить движение. Так, этот знак «Поворот налево запрещен», он запрещает поворачивать только налево. Вы имеете право ехать
прямо и в обратном направлении. Так, разрешается ли вам въехать на мост одновременно с водителем мотоцикла? На этот вопрос вы тоже ответили верно. Если, как в народе говорится, мотоцикл одинарка, и вы не создаете никаких помех, то проехать одновременно можно. А в каком случае водителю необходимо оценивать обстановку сзади? Тут вы тоже ответили все верно во всех случаях, но еще бы я прибегнул к помощи других, если абсолютно не видно, да, что происходит сзади. А так на этот вопрос вы тоже ответили абсолютно верно. Итак, 6-й билет. На этот вопрос вы тоже ответили верно. Это 3-й. Б и В. Билет номер 7. На этот вопрос вы тоже ответили абсолютно верно. Тут надо перестроиться на правую полосу и продолжить движение, не создавая помех. Водители каких автомобилей нарушили правила стоянки? На этот вопрос вы тоже ответили верно. Этот знак заканчивает свое действие после перекрестка, так как поэтому водитель автомобиля Б не нарушил, а нарушил именно А. Вы намерены повернуть направо ваши действия. Да, вы тоже на этот вопрос ответили верно. Мы тут проезжаем первыми, а машина, которая делает разворот, все равно регулировщик не запрещает это делать, да, но по правилам правой руки вы становитесь для него помехой, поэтому он вам уступает, а вы проезжаете первыми. Тоже ответили верно. Так, разрешено ли вам остановка для высадки пассажиров в указанном месте? На этот вопрос вы тоже ответили верно. Кстати, на этом вопросе очень много курсантов заваливают. Так, тут двухполосная, тем более смотрим, что у нас разрывистая полоса, да, поэтому мы можем здесь остановиться, не создавая помех автобусам, и высадить пассажиров. Тут запрещающих знаков ничего нет. Тоже ответили все верно. Итак, по итогу 10 билетов, у вас стаж 20 лет, да, примерно, вы, оказывается, ничего не забыли, поздравляю. Вы ответили на все 10 вопросов абсолютно верно. Спасибо. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире.